Дорогие друзья, завершился наш концерт, который был посвящен Мединет Шахбердиевой, уникальной певице, педагогу, просветителю. Она вдохновляла многих композиторов на написание вокальной музыки, и сегодня прозвучали многие из этих шедевров, в том числе и вокальный цикл «Недослушанные песни детей Хиросимы и Нагасаки». Я благодарен нашей публике, которая, несмотря на аномальную для апреля месяца погоду, когда за окном снег, метель даже, был у нас аншлаг. Я благодарен Туркменскому посольству во главе с послом Исеном Мухамедовичем, который посещает все наши мероприятия, поддерживает нас. Сегодня концерт прошел при поддержке Туркменского посольства. Пришли также гости из таджикского посольства, японцы. Пришли профессора МГУ, так как наш партнер – это президент Фонда науки, развития и инноваций Аминат Гимбатовна Магомедова является доцентом этого университета, поэтому всегда на концерт приходит не только она, но и ее коллеги из МГУ, и нас это очень радует. Был сегодня потрясающий вечер, потрясающие люди, которые нас поддержали. Всем большое спасибо. И я хотел бы представить вокалистку Дарью Гусейнову, которая сегодня исполнила этот труднейший вокальный цикл. Это на самом деле моноопера «Недослушанные песни детей Хиросимы и Нагасаки». И вот, Дарюшка, расскажи, пожалуйста, как у тебя впечатление? Я благодарю, что сегодня у меня была уникальная возможность для московской публики выйти и исполнить этот вокальный шедевр, который показывает мастерство певца, показывает его драматическую игру актера. Потому что великая Мединет Шахбердиева, она была уникальным туркменским соловьем. Она оставила после себя прекрасную плеяду воспитанников певцов. И в первую очередь, как говорят великие мастера, певец – это не тот, кто только совершенствует голос. Певец – это тот человек, который заставляет совершенствовать людские сердца. Сегодня была затронута непростая тема, страшная тема хрупкости жизни, самого прекрасного, что есть на земле, детей, и чудовищной войны. И все выдающиеся деятели культуры, каждый оставлял свой вклад в мировую сокровищницу произведениями, завещаниями. И это произведение «Недослушанные песни детей Хиросимы и Нагасаки» прозвучали вновь сегодня в Москве. Я горда и рада, что в моей творческой биографии есть эта моноопера. И в очередной раз я увидела полные слез глаза публики. Я понимаю, что эта тема как никогда сейчас актуальна, востребована, и в каждом зрителе находит отклик. Я хочу сказать, что Дарья не только исполнительница этого цикла, но она также написала диссертацию по этому вокальному циклу. И вот вышел сборник в прошлом году, который явился таким завершающим, можно сказать, этапом в ее диссертации. И он вышел, видите, даже с иллюстрациями. Дарья сама сделала иллюстрации, вот ее тут портрет, и вышел этот цикл. И тут даже какие-то методические рекомендации из ее диссертации, которые помогут. Вот видите, тут много научного текста. Вот картина, где она написала как раз сказочный мир, который разрушился, да? И вот самолет летит, который разрушил этот сказочный мир детей. Вот, поэтому я очень рад, вот тут написано редакция Дарьи Гусейновой, потрясающе. И очень востребован у нас, просят уже даже из других городов, пишут, пришлите, где можно купить, как можно получить. Ну, мы их в основном даем в подарок нашим участникам, кто интересуется, поэтому это не коммерческая, а именно просветительская деятельность. Как и завещали великие мастера Мединет Шахбердиева и Нурбек Хамамедов. Музыка, она должна быть исполнена в мире,
и она должна звучать всегда. Спасибо. До новых встреч.